На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Музей боевой славы Восточного фронта готовится к открытию в Очимчире. Первых посетителей примут уже 26 августа. Ручки от амфор в виде статуэток бога виноделия Диониса найдены в исторической части Сухумской набережной, где почти 4 месяца продолжаются раскопки. Прочный фундамент знаний и энтузиазм молодежи. Презентация сборника материалов второго Абхазского форума молодых ученых. Глава МИД Абхазии Олег Барцец прокомментировал заявление Евросоюза по случаю заседания Народного собрания Сирии, отметив, что давление на страны, признавшие суверенитет Абхазии, не новость. Руководство Грузии уже предпринимало настойчивые попытки повлиять на позицию сирийской стороны. Также были попытки через руководство Турции добиться желаемого результата. Как мы знаем, ничто из перечисленного не увенчалось успехом. Мы по-прежнему сохраняем партнерские межгосударственные отношения с Сирийской Арабской Республикой, заявил дипломат. Барцец назвал ангажированными заявления верховного представителя ЕС Каи Каллас, подчеркнув, что ЕС игнорирует зафиксированное в уставе ООН право народов на самоопределение, которое Абхазия успешно реализует. Он напомнил о важной роли абхазо-адыгской диаспоры в Сирии и отметил, что межгосударственные отношения развиваются в экономической, торговой и гуманитарной сферах, а также в связях с общим союзником – Россией. Отношения носят созидательный характер, не направлены против третьих стран, а делегации Абхазии совершили уже 2 визита в Дамаск и готовятся к 3-му. Я вообще хочу напомнить европейским чиновникам о том, что в международном праве существует такое понятие, как непрерывность государства. Признание акта государственного суверенитета, установление дипломатических отношений – это целиком и полностью прерогатива государства. Наше сотрудничество нацелено только на созидание, резюмировал министр. Сотрудничество в обеспечении региональной безопасности обсудили министр обороны Абхазии Беслан Свежба и посол России Вячеслав Гладков. Особое внимание было уделено вопросам укрепления обороноспособности республики, совместной подготовки войск и выполнению двусторонних соглашений, сообщили в Минобороны. Наше сотрудничество с Российской Федерацией остается основополагающим фактором мира и стабильности в регионе. Уверен, что богатый управленческий опыт Вячеслава Владимировича придаст новый импульс укреплению всестороннего взаимодействия между нашими государствами, подчеркнул Свежба. Гладков, в свою очередь, подтвердил, что курс России на поддержку Абхазии остается неизменным и выразил готовность к совместной работе. В Очимчире готовится к открытию музей боевой славы Восточного фронта. Первых посетителей временная экспозиция примет уже 26 августа. Под новое интерактивное пространство сейчас ремонтируют здание бывшего детского сада. Проект стал победителем грантового конкурса «Созидатели Абхазии» и получил финансовую поддержку на развитие. К созданию будущего фонда подключился буквально весь район. Жители передают в экспозицию личные архивные снимки, наградные листы и семейные реликвии времен Отечественной войны народа Абхазии. При этом временная выставочная площадка – лишь первый шаг. О том, как местная инициатива переросла в масштабный проект и как к работе привлекают школьников и волонтеров, рассказывает Заур Кварчи. В Очимчире создают музей боевой славы Восточного фронта. Эта идея зародилась в местном отделе образования еще в 2022 году, а сегодня переросла в большой районный проект. К нему уже подключились администрация, ветераны, учителя, архитекторы и молодежь. И вот эта идеологическая работа, которая нами проводится отделом образования, она именно была направлена на патриотическое воспитание. И как только Беслан Владимирович Бегвава стал в должности главы администрации района, такая идея родилась, чтобы все-таки построить большой музей боевой славы. И этот проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов, и мы стали победителями Созидателей Абхазии. И наш проект называется Очимчирский музей боевой славы Восточный фронт. Сейчас мы стоим на месте именно строительства будущего большого музея, который уже объявлен, и в 2026 году начинается строительство. Главное здание музея построят в самом центре города на площади Сергея Багапши.
Закладной камень здесь установили к 80-летию первого президента Владислава Арзенба. Основное строительство запланировано по госпрограмме правительства на 26 год. Архитектурные проекты и концепцию будущего здания сейчас завершают согласовывать. В этом году обещали, что начнут строительство. Ну, наверное, в ближайший уже год-два будет у нас радовать всех наших жителей и гостей, и всех, кто неравнодушен к нашей истории и любит нашу страну, современный музей боевой славы. Место выбрали не случайно. Музей станет частью единого мемориального комплекса вместе с памятником погибшим героям и строящейся часовней. Это является центром города Очимчира. Здесь площадь Сергея Васильевича Багапш. И находится у нас памятник Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года. И позади строится часовня, которую строит Даур Цвижба. Это вот строится тоже посвященный памяти погибшим. Но первыми экспонатами жители и гости района смогут любоваться гораздо раньше. Уже 26 августа открывается временная выставочная площадка. Для нее сейчас ремонтируют здание бывшего детского сада. Проект «Очимчирский музей боевой славы. Восточный фронт» выиграл грантовый конкурс созидатели Абхазии и получил 5 миллионов рублей от Российского фонда президентских грантов. С ремонтом помогает районная администрация во главе с Алхасом Кация и меценаты, а разработку дизайн-проекта доверили студии Аббас Архитектс Мадины Чкотуа, которая согласилась приступить к работе без предоплаты. Новое пространство задумывают как современный интерактивный центр с лекториями и мультимедийными зонами. Это для того, чтобы привлекать больше молодежи, чтобы проводить здесь различные встречи, лектории, встречи с ветеранами проводить разные темы, то есть документальную хронику детям показывать, чтобы привлечь ребят, а так как современный сегодня молодой человек, он хорошо, и для него это очень важно, чтобы это была интерактив и техника, и он погружается во все это, чтобы привлечь все школы района, мы сделали так. К работе подключились жители всех сел Очимчирского района. Семьи отдают в фонд личные реликвии, наградные листы и фронтовые снимки. Особое место в проекте занимает молодежь. Школьники не только помогают собирать семейные архивы, но и готовятся проводить здесь первые экскурсии. Мы сделали это так по проекту, чтобы он такой был живой, живая история, собрана именно детьми, молодежью. И это их детище, которое они сами создавали. И также в каждом селе у нас есть волонтеры, ребята, мы их обучаем. То есть в команде у нас, получается, нас 4 человека. Это Светлана Сарапионовна, она директор школы МОК, и она работала у нас в отделе образования, это тоже не просто так. Анна Хорхумал у нас работает в школе, она также принимала участие, когда мы проводили мероприятия по увековечиванию памяти добровольцев. И Кирилл у нас Казнафир Аглы, который работает организатором по воспитательной работе, он также является историком. И сейчас вот мы все вместе взаимодействуем и работаем с молодежью, собираем все эти материалы. И вот эти волонтеры в будущем мы их обучаем для того, чтобы они работали вот в качестве экскурсоводов и помогали нам вести эту работу, помогали организовывать встречи с ветеранами. Сбором и проверкой материалов занимаются профессионально. Документы и оперативные карты передают Министерство обороны, ветеранские организации и музеи республики. А чтобы грамотно построить экспозицию и работать с фондами, команда проекта прошла стажировку в Московском музее Победы, где изучила современные методы оцифровки архивов. Вот уже получили у нас сертификаты, Светлана Сарапионовна, и 3 сертификата у нас есть. Я пока еще подключена к обучению. Вот. И самый главный вопрос, который возникает. Человек, который прошел боевой путь, и его не стало, и как это забирать в семьях, где оно есть. Мы проходим еще стажировку, я ездила в Архангельск, и нам посоветовали, что
нужно договариваться с родителями. На определенное время мы заключаем с ними договор, что мы можем на месяц взять, на 3 месяца, на полгода. И мы обязуемся это вернуть в том виде, в том сохранном виде, в котором они нам передавали. И когда человек уже привыкает к этой мысли, что все нормально, он в принципе не отдает часть себя, то они начинают доверять и оставлять в этом музее. Как историю героев наших ребят, которые пожертвовали свою жизнь ради того, чтобы сегодня мы жили. И мы вот делаем все для того, чтобы эту память сохранить и передавать. Открытие Временного музея 26 августа станет первым шагом к укоренению памяти о героях Восточного фронта. А через несколько лет в Очимчире заработает уже полноценный мемориальный и просветительский комплекс. Заур Кварджа, Владимир Капуза, Абаза ТВ. 23 вопроса повестки дня рассмотрят депутаты Народного собрания на своем заседании. Среди них постановление Народного собрания о проектах закона Республики об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, о внесении изменений в закон о Национальном банке Абхазии, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона о патентной системе налогообложения, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере авиации, о проекте закона о совершенствовании бюджетно-правового статуса городов в районе Новый Афон и Пицунда, о внесении изменений в Уголовный кодекс Абхазии, о внесении изменений в некоторые законодательные акты республики в части регулирования вопросов определения места жительства детей и/или порядка осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения и другие. В повестке дня всего 23 вопроса с учетом пункта «Разное». Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение России и Абхазии о взаимном признании ученых степеней, сообщает ТАСС. Документ на рассмотрение Палаты парламента внес российский Кабмин. Соглашение было подписано 18 декабря 2025 года в Москве. Как отмечается в пояснительной записке, положение соглашения регулирует взаимное признание ученых степеней, присужденных в России и Абхазии, что позволит их обладателям иметь необходимые права для продолжения обучения и работы в обеих странах. В Кабмине также указывали, что ратификация документа будет способствовать развитию мобильности высококвалифицированных кадров. Презентация сборника материалов второго Абхазского форума молодых ученых прошла в конференц-зале Ботанического института. Подробнее в материале Алисы Адлиба. Презентация сборника материалов второго Абхазского форума молодых ученых стала важной площадкой для обменов опытом и подведения итогов научной работы подрастающего поколения исследователей. Организаторы отмечают, что в сборник вошли труды начинающих исследователей, которые уже сейчас показывают серьезный, подготовленный подход к науке. Сегодня мы представляем сборник, вобравший в себя лучшие работы участников второго форума. Это не просто подведение итогов, это фиксация состояния современной абхазской науки глазами ее молодых исследований. Темы, затронутые в статьях, охватывают широкий спектр разных направлений, от гуманитарных до естественных наук. Многие из них имеют прямое прикладное значение. Участие в таких форумах дает молодым исследователям уникальный шанс взаимодействовать с коллегами не только из Абхазии, но и из-за рубежа. Это возможность получать актуальные данные, обмениваться информацией и расширять горизонты своей научной деятельности, рассказывает молодой ученый Рашид Цвижба. Соответственно, в 2024 году прошел второй Абхазский форум молодых ученых, в котором я принимал участие. Тема моего доклада и статьи – это листостебельные мхи Абхазии, которым я занимаюсь с 2016 года и по сей день. На данный момент учусь в аспирантуре и, соответственно, пишу кандидатскую тему по мхам Абхазии. В частности, это будет растительность мхообразных Абхазий. Во-первых, это апробация работы, это один из важных этапов при защите кандидатской диссертации. Ну и во-вторых, конечно, это, я считаю, что большая оценка труда, когда вот твоя статья, твой, в принципе, доклад выходит в сборник, и, в принципе, это дает шанс другим исследователям не только в Абхазии, но
и за пределами для получения какой-либо С информации. приветственным словом к участникам обратился президент Академии наук Абхазии, академик Зураб Джапуа. Он подчеркнул стратегическую важность поддержки науки со стороны государства и напомнил, что развитие исследовательской сферы – это вопрос национальной безопасности. Академик заявил, что за старшим поколением ученых уверенно следует молодая когорта исследователей, готовая продолжать глубокие традиции научной мысли. По его словам, наука не может существовать без господдержки, и сегодня Академия делает все необходимое для создания новых возможностей, в том числе в совместных проектах с российскими научными центрами. Истинные ученые есть во многих странах. Они и создают, и развивают науку. Потому что эта презентация для нас особенная. Подчеркиваю, она особенная. Во-первых, мы хотим поделиться с руководством страны нашей радостью, рассказать им об одном важнейшем проекте Академии наук Абхазии, связанном с развитием науки в Абхазии. Во-вторых, хотим обратить их внимание на то, что сейчас, когда формируется государственный бюджет Республики Абхазия на 2027 год, на предстоящие научные мероприятия необходимо обратить особое внимание. О важности и преемственности поколений говорил и директор Института стратегических исследований и международных отношений АНА, академик Вячеслав Чирикба. Он обратил внимание на то, что спектр научных интересов абхазской молодежи широк, от гуманитарных и естественных до медицинских дисциплин. Академик подчеркнул, что общая задача старших коллег – сделать так, чтобы труд молодых ученых был максимально комфортным и обеспеченным, и самое главное – нужным и востребовательным обществом. Я преподаю уже давно в Абхазском университете, и хочу сказать о том, что по сравнению с тем, что, скажем, было вот в советское время, молодежь не очень охотно идет в науку, поскольку это связано, конечно, с материальными соображениями. Вот. И когда люди идут в науку, молодые люди, это все-таки подвижники, которые знают, на что они идут, с какими трудностями они будут сталкиваться. Очень важная работа, мне кажется, по социолингвистике. Это первые работы, одни из первых работ по социолингвистике. Две замечательные специалисты по абхазскому, по социолингвистике, Любовь Цвейба и Астан Дахуба, писали работу о смене кода. Смена кода – это когда люди говорят на одном языке, а потом переключаются на другой язык и обратно. Таким образом, презентация сборника стала не просто отчетным мероприятием, а ярким свидетельством того, что у абхазской академической науки есть будущее, опирающееся на прочный фундамент знаний и энтузиазм молодежи. Алиса Адлиба, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Отметим, что заседание, то есть презентация сборника материалов второго Абхазского форума молодых ученых прошла с участием вице-премьера Майи Цибулевской. Почти 4 месяца продолжаются раскопки в исторической части Сухумской набережной. За это время археологам удалось найти тысячи артефактов. Последние находки – ручки от амфор в виде статуэток бога виноделия Диониса. Их обнаружили студенты и волонтеры, которые работают сейчас, не давая работе остановиться, пока ожидается финансовая помощь. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Вновь мы на Сухумской набережной, в ее исторической части, там, где продолжаются раскопки. Вот уже 4 месяца археологи, историки продолжают поиски артефактов, которые свидетельствуют о той истории, которая происходила здесь. Руководитель раскопок Алик Николаевич Габилия нам расскажет, что сейчас конкретно происходит на набережной Сухумской. Вы не раз были свидетелем того, что уже около 4 месяцев мы проводим здесь раскопки. Вообще площадь раскопок более 1500 метров. Мы разбили на участки, на этапы, на участки. И, к сожалению, первые 2 месяца погодные условия были очень сложные, и нам не удавалось в полной мере работать. Вот. Но потом погоды восстановились, и мы продолжили работу. За это время найдено большое количество, огромное количество. Это десятки тысяч находок. Последние 2 недели, в принципе, раскопки наши проводятся благодаря студентам и волонтеров. Но должен сказать о том, что
есть перебой в финансировании, и мы вынуждены были распустить рабочих до следующего этапа финансирования. И сейчас вот у нас работают студенты. Отправимся к студентам, поспрашиваем у них, что интересного они смогли отыскать за это время. Сколько они уже находятся на практике? Ну, около месяца. Более 50 студентов и волонтеры, в том числе, занимаются раскопками в период, когда финансирование приостановлено. Сейчас мы узнаем у ребят, что интересного им удалось отыскать за то время, которое они здесь работают. Ульяна, расскажи, пожалуйста, что ты здесь интересного нашла? Большой осколок амфоры. Также здесь были найдены статуэтки. Например, вот наш юный волонтер, он нашел статуэтку Диониса. Для студентов исторического факультета это не просто времяпрепровождение летом, это практика, которая зачтется им в учебе, а еще станет очень хорошим опытом в карьере. Амина, студентка какого курса? Первого курса исторического факультета. Расскажи, вот для тебя сегодня, что значит участие в таких масштабных раскопках? Ну, первый день практики, это является обязательным для нас, считается 5 дней практики. Как ты думаешь, ты задержишься больше, чем на 5 дней? Или вот 5 дней свои отработаешь практики и пойдешь отдыхать на море? Ну, это, скорее всего, уже будет видно завтра, потому что пока не могу сказать. Одни из самых интересных находок последних дней – это вот такие скульптуры Бахуса. Им украшали ручки амфоры для вина. По словам историков, они относятся к римскому времени. Олег Николаевич, чем интересны и конкретно вот эти статуэтки? Это ручки сосудов для винопития, по всей видимости. Так что наши виноделы могут заинтересоваться. Мы готовы дать им возможность сделать после обработки копий. Как я понимаю, ваши сроки здесь уже не ограничены. То есть у вас нет дедлайна, к которому вам нужно завершить здесь работы? В принципе, да. Наши строители поняли о том, что торопить нас не то, что нет смысла, и неправильно. И у нас такая возможность, я думаю, будет продолжить работы почти все лето. На самом деле нужно финансирование для того, чтобы мы могли бы более быстрыми темпами проводить раскопки. А сил у нас хватает. То есть археологов, волонтеров. Ну, нужно еще привлечь профессиональных рабочих. А кто вас финансировал до этих пор? Диаспора, московская диаспора, которая взяла ответственность за благоустройство этого участка, администрация города. И вы, наверное, слышали о том, что депутаты парламента тоже поддержали наши работы. Ну, в последнее время я обратился к президенту, и президент поддержать наши работы, очередной этап финансирования. Мы вот ждем вот этого финансирования. А пока финансирование приостановлено, в основном работы здесь ведут студенты и волонтеры. Ну а мы, телеканал Абаза ТВ, будем продолжать следить за тем, что интересного будут находить здесь историки-археологи. Марьяна Котова, Састрыкова Гухава, Абаза ТВ. Семейный архив. Абхазские истории, письма, документы. Проект под таким названием стартует на Абаза ТВ. Это истории свидетельства прошедшей эпохи через судьбы конкретных людей, их семей, радостей и трагедий. Это еще одна возможность сохранить память поколений. Новый цикл открывает история семьи Ждановых, которые живут в Абхазии с 1932 года. Венедикт Адрианович Жданов получил приглашение на работу в Абхазии в качестве врача-психиатра от руководителя республики Нестора Лакоба. О том, как сложилась судьба первого в Абхазии психиатра, какую он создал семью и какие заложил в ней традиции, смотрите в первом очерке «История семьи Ждановых». Автор проекта – журналист Лиана Ипшноу, режиссер Виола Кокоскер. В 1932 году Венедикту Жданову пришло письмо из Абхазии с приглашением на работу в качестве врача-психиатра и предложением возглавить психиатрическую службу, которой не было в республике до этого времени. По семейным рассказам приглашение поступило от руководителя Абхазии Нестора Лакоба.
вашем доме все дышит буквально стариной, да, и вот этот стол, чувствуется, что он тоже письменный вот этот стол, очень массивный и наверняка очень старый. Да, он очень старый, он был привезен из Харькова вместе с личными вещами из Харькова в Смоленск, из Смоленска в Абхазию. Вот, и после того, как по наследству перешел моему отцу. Да, папа тоже, к нам часто приходили тоже больные его, и он вот здесь их так же, как мой прадед, принимал. То есть за ним работали прадед, ваш дедушка, ваш отец. Да, и мой папа. Анна, ну вот тоже интересно, это или блокнот, или что это, или записная книжка? Это тоже дневник расскажите. моего дедушки, который он вел в 1941 году, когда началась война, с первых дней войны, с 22 июня 1941 года. Были моменты, когда дедушка бросал писать дневник, потому что были серьезные ранения. Он потом об этом каждый раз, что пропущено, возобновлял и дописывал, что считал нужным. Папа вообще по натуре был очень компанейский, очень любил шутить, очень любил анекдоты, но при этом был очень скромный. Было тяжело очень во время войны, голодно. Пару раз нас пытались ограбить. А в каком смысле ограбить? Ну, первые же дни войны ходили гвардейцы и заходили в дома и грабили. Историю своей семьи и традиций, заложенных в ней, она не только бережно хранит, но и делится ими. Вот уже около 2 лет Анна Жданова принимает у себя гостей с прогулки по Старому Сухуму. Первый выпуск проекта «Семейный архив. Абхазские истории. Письма. Документы». Смотрите в нашем эфире в среду, 22 июля. Около 1700 абонентов в Сухуме осталось подключить к новым электросчетчикам, сообщил в интервью «Радио Спутник» гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджоли. По его словам, установка новых счетчиков уже дала заметный результат. Количество ежемесячных оплат за электроэнергию в столице выросло почти втрое, с 5-6 тысяч до примерно 15 тысяч. Кроме того, в июне собираемость платежей достигла 109%. Очень надеемся, что на таком уровне у нас будут сохраняться сборы и дальше, и другие районы, в которых также идет установка приборов учета, будут понемногу подтягиваться к этим показателям, отметил Джинджоли. При этом, подчеркнул он, главная цель модернизации системы учета не только увеличение собираемости платежей, но и снижение потребления электроэнергии. По словам руководителя Черноморэнерго, после установки новых счетчиков жители начинают экономнее расходовать электричество, что уменьшает нагрузку на сети, снижает количество аварий и затраты на их устранение. Черноморэнерго напоминает о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию и отмечает, что будут проводиться отключения за неуплату. Начался капитальный ремонт пассажирской платформы на станции Келасур. Работы проводит АЖД в рамках подготовки к приему туристического поезда «Рица» и других составов. Как рассказал заместитель гендиректора АЖД по строительству Амиран Лагвилава, протяженность платформы составляет 425 метров. На ней установлены 2 павильона общей площадью 630 квадратных метров, и работы сейчас сосредоточены именно там. Специалисты ремонтируют павильоны, укладывают новое покрытие и железнодорожный путь, обновляют освещение, благоустраивают территорию и установят колонки электропитания для поездов. До полного охвата всех зараженных вредителем территорий. В Галском районе продолжается комплексная обработка сельхозугодий. Тему продолжит репортаж наших коллег с Галмедиа. В Галском районе продолжается комплексная обработка сельскохозяйственных угодий от опасных вредителей. Основная задача специалистов – предотвратить распространение американской белой бабочки, которая может нанести серьезный ущерб урожаю. Работы организованы районным управлением сельского хозяйства совместно с машино-тракторной станцией и финансируются из средств местного бюджета. Вот вы сами видите, мы сегодня занимаемся в нижней зоне Галского района. В село охватили мы 2 села. Это Ляда-Баргаб и Лада-Баргаб. Сейчас мы находимся в Ладе-Баргабе. Тут мы вчера, позавчера, буквально 3 дня тому назад мониторили район и выявили особые зараженные места. Это оказался Нижний Баргаб и Лада-Баргаб. Сегодня мы этим занимаемся. Управление сельского хозяйства вместе с МТС
и районной администрации. Лекарства нам предоставили Министерство сельского хозяйства. Насчет лекарств у нас проблем нету. И своими силами, силами МТС, сегодня занимаемся обработкой химикатами для американской бабочки. За последние несколько дней обработка уже проведена на сельхозугодиях ряда населенных пунктов. Параллельно оказывается поддержка владельцам личных подсобных хозяйств. Минсельхоз Республики Абхазия с начала года нам предоставила лекарства от клопов в размере около 3000 литров. И управлением сельского хозяйства администрации района, всем главам администрации района выделено было лекарство и населению роздано специально для обработки химикатами для американской бабочки. Мы получили около 150 литров. Это на 1 тонну воды, добавляют 1 литр. У населения есть маленькие такие трактора, которые они лечат орех, и мы им предоставляем лекарства, и они своими силами помогают друг другу, и все, весь район. Министерство сельского хозяйства обеспечивает жителей специальными препаратами, предназначенными для самостоятельной обработки приусадебных участков и посевов. Спасибо, глава администрации города Гал. Занимается за лекарства, лечит. А сейчас это году, много было. В настоящее время мероприятие проходит поэтапно во всех селах района. Сегодня специалисты работают в селах Лада-Баргяб, Вяда-Баргяб и Ряб. Кампания по защите сельскохозяйственных культур будет продолжена до полного охвата всех запланированных территорий. Тая Басари, Александр Хуторов, Гал Медиа. 24-й музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава» приглашает, торжественно откроется 2 августа на площади у Абхазского государственного драмтеатра в Сухуме. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. В день открытия «Хибла Герзмава» представит премьеру новой концертной программы с большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова. Со сцены прозвучат знаменитые песни советской эпохи в оригинальных джазовых аранжировках. Концерт пройдет под открытым небом и продолжит многолетнюю традицию. Фестиваль неизменно начинает путь на родине певицы, делая академическое искусство доступным самой широкой аудитории. Продолжением абхазской части фестиваля станут концерт 5 августа в селе Агупедия у подножия древнего Бедийского собора и концерт 8 августа в Пицунском храме, одной из главных святынь Абхазии. Этот вечер будет посвящен памяти выдающегося педагога Жозефины Бумбуриди, воспитавшей не одно поколение певцов и сыгравшей особую роль в творческой судьбе Хиблы Герзмава. Группа «Анатрио» представит Республику Абхазия на 21-м международном фестивале-конкурсе народного творчества «Хрустальный ключ» 25 июля в деревне Сартаково Нижегородской области. На открытой площадке музейно-выставочного комплекса Березаполье состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». За более чем 20-летнюю историю фестиваля его участниками стали свыше 450 творческих коллективов из Нижегородской области, различных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Беларусь, Сербию, Казахстан, Узбекистан, Иран, Вьетнам, Бангладеш и Мадагаскар. В этом году Республику Абхазия на международном фестивале представит группа «Анатрио». Делегация Абхазии отправилась на форум «Территория смыслов». Отправление прошло от площади Совмина. 5 представителей молодежных организаций и активисты в сфере молодежной политики отправились на смену единства, которая пройдет в Сенеже с 20 по 24 июля. Представители делегации подчеркнули, что одна из главных целей для них – достойно представить Абхазию и рассказать о республике в лучшем свете. На самом деле очень интересная тема, очень интересное направление. Было бы очень интересно узнать, как в разных регионах Российской Федерации протекает работа с молодежью. И, конечно же, главной целью нашей является найти единомышленников и завести новые знакомства. Хорошо воздействует на развитие молодежной политики не только в Абхазии, но и что касаемо какого-то международного взаимодействия, так как мы иностранные граждане и по большей части на таких форумах мы контактируем с ребятами, которые находятся и проживают именно в Российской Федерации.
И таким образом мы налаживаем больше такой международный контакт для того, чтобы взаимодействовать и продвигать какие-то свои идеи и реализовывать их вместе с ними. Находящиеся на гастролях в Абхазии артисты Росгосцирка выступили для военнослужащих 7-й российской военной базы в Гудауте и их семей, передает корреспондент «Спутник». Представление было приурочено к 108-летию со дня создания Краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Жукова военной базы. В рамках программы «Магия цирка» зрителей веселили акробаты, жонглер, клоун, а также шимпанзе Луна и попугаи. В благодарность для артистов и зрителей военные развернули полевую кухню. Их угощали гречневой кашей, чаем и соками. В завершение вечера на сцене базы прошел праздничный музыкальный концерт с участием военного оркестра. Сейчас о погоде. В среду 22 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолета, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 18 до 23, днем от 27 до 32 градусов, температура морской воды 26 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.